Шерали Мирзо с рабочим визитом отправился в Минск. В Таджикистане расценки на платно-медицинские и образовательные услуги не изменились. В Баткенской области Кыргызстана пресекли контрабанду минеральных удобрений в Таджикистан. В Анкаре анонсировали переговоры Эрдогана с Путиным и Зеленским. Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо с рабочим визитом отправился в Минск. Об этом в своем твиттер сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества, помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества Беларуси Валерий Ревенко. Других подробностей визита в сообщении нет, о программе визита не сообщается и на сайтах оборонных ведомств двух стран. В октябре прошлого года в Таджикистан с двухдневным визитом приезжал президент Беларуси Александр Лукашенко. Тогда он, по его же словам, приехал с половиной состава своего правительства. В Таджикистане ценовой тариф на медицинские услуги в государственных и частных медучреждениях в 2023 году должны оставаться на уровне действующих тарифов. Об этом сообщает антимонопольная служба при правительстве Республики Таджикистан. Под исключение попадают только новообразованные медучреждения и новые платные медуслуги. Это распоряжение антимонопольной службы принято в целях выполнения поручения правительства Таджикистана от 19 декабря 2022 года. Согласно документу Управления по защите прав потребителей и по надзору рекламной деятельности, Управлением и отделом антимонопольной службы ГБАУ Сагдийской и Хатлонских областей города Душанбе с целью реализации данного распоряжения поручено принять необходимые меры и обеспечить надзор за его выполнением. Также указывается, что прейскурант плановых платных медицинских услуг в государственных и частных медучреждениях страны в 2023 году, согласно требованиям антимонопольного законодательства, должен быть проанализирован и согласован на основе калькуляции и экономического обоснования. Также, согласно подписанному приказу от 22 декабря, тарифы на платные образовательные услуги в государственных и частных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования на 2023-2024 учебные годы останутся неизменными на действующем уровне. В Баткенской области Кыргызстана пресекли контрабанду минеральных удобрений в Таджикистан. Об этом передает Тазабек.кг со ссылкой на сообщение пресс-службы ГКНБ этой страны от 3 января. Согласно сообщению 1 января 2023 года, попытка незаконной переправки минеральных удобрений была пресечена с территории села Уч-Добо Баткенского района Баткенской области в приграничное село Хаджи-Яло из Фаринского района Сагдийской области Таджикистана. Граждане Кыргызстана 1994 года рождения с использованием автомобиля Audi 100 пытались наладить контрабандный канал и через ближайшее приграничье намеревались переправить мелкими партиями груза на территорию Таджикистана, говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе, в результате автомобиль и груз 7 мешков селитры конфискованы. По данному факту проводятся оперативные мероприятия. Президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган проведет отдельные телефонные разговоры с коллегами из Российской Федерации Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским в среду. Об этом сообщил в эфире телеканала НТВ пресс-секретарь главы турецкого государства Ибрагим Калын. По его словам, Анкара продолжает поддерживать интенсивные дипломатические контакты с Москвой, так и с Киевом с целью урегулирования военного конфликта между двумя странами. Наши министры иностранных дел и обороны, глава разведслужбы и другие коллеги ведут переговоры со своими коллегами с обеих сторон, сказал Калын. Он напомнил, что Турция стала единственной страной, которой удалось организовать у себя встречу представителей двух сторон за столом переговоров.